сегодня посвятим целый день Чедерлунге. Ты знаешь, первое поселение чедерлунцев, оно вообще находилось не здесь, а в Лёвском районе. После они перебрались на эту сторону, и этот чедыр начали называть Ени-Чедыр, то есть Новая Чедерлунга. А постепенно уже появилось новое название, дополнение к Чедыру. Это название реки, на которой стоит сейчас поселение. И получается Чадыр-Лунга, то есть шатер на реке Лунга. Здравствуйте, Константин Васильевич. Здравствуйте. Я опять пришла к вам с туристами, с гостями. У Маши каникулы в Гагаузии, и она услышала о вас и захотела к вам в гости. Хорошо, пожалуйста. Идемте. У лошади есть два врага. Это жир и покой. Чтобы жира не было, мы их кормим по рациону, а чтобы покой не было, запрягаем их. А вы идите его угостить сахаром. Ага. Ближе, ближе, ближе. Эй, красавец. Молодец. Еще один можно, только ближе к нему. Ближе, не бойтесь. Видите, он пальцы не тронул ваш. Нет, я не боюсь его. Ну, как будто побольше, чем остальные. Но это же тяжеловозы, это порода такая. Ну, он очень красивый. Красивый, он у нас свадьбы катает, невест катает. Стой, чуть-чуть, стой, стой, стой. Стой ты, бульдозер. Микрофон не трогай. На ладошки. На, держи. А почему они любят так именно сахар? Просто здесь у нас часто бывают дети, сам такой, это самое, и лошадь морковку или яблоко берет зубами, а сахар берет Только губами. вот так вот. И чтобы, ну, он отпустит, он не откусит, но вот это наш главный папа, зовут его Буджак. Буча. Главное, потому что у него уже много детей. Ну, там критерии другие, но он все равно главный. На, Буча, на, чуть-чуть. Клички лошадям даются по правилам. Это тоже интересно. А как Первая это буква клички жеребенка начинается с первой буквы клички мамы. Мама. Папа где-то сзади. Папина буква где-то в середине, в конце. Главное мама. Вот. И даем на разных языках. На русском, на молдавском, на гагаузском. Вот это ковраг. Он утром уже работался. А ковраг как переводится? А ковраг по-гагаузски стройный, нарядный. Его мама Карамель, папа Карабах. Они все работали, видите, они мокренькие. А, сегодня бегали там. Конечно. Вот это Кубей, наш Кубик, он тоже работался. Малыш, 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 малыш. Ему 2 годика, он еще ребятенок. На. Вот это наш Федька. Я сказал, сам такой. На, малыш, на. Это наш красавчик. Хотя и вредненький, но красавчик. Они все красавчики. Сюда смотри, эй, тебя снимают. На, тебя снимают скрытой камерой. И вот так, всем мацион, все должны быть в движении, все должны двигаться, выпускать лишний пар. А вот у вас там были везде на табличках написано жеребцы, а девочки тогда в другом загоне держатся? Женское общежитие там у нас. А, у вас делятся тогда? Отдельно. А почему так? Так надо. Чтобы не, если не Конечно. упустить... Нет, не то, что не упустить, они закрытые, но это отвлекает.
есть они по запаху даже могут друг друга Конечно, чувствовать? конечно, конечно, конечно. Тут свое. Константин Васильевич, мы знаем, что вы рисуете. А откуда пришла эта любовь к рисованию? И вы рисуете только лошадей? И рисуете только своих? Нет, не только лошадей. Любовь к рисованию у меня появилась еще с детства. Первая, наверное, появилась любовь к животным, к лошадям. И потом почему-то захотелось изобразить их на бумаге, на стенах, на асфальте. Такое всякое было. И я учился в художественной школе. А потом сам уже. Я рисую, пишу всех животных. Видите, вон там картина. Там это мое детство. Я с отцом. Воспоминания мои. И видите, отара, овец, собака, козы, там, ослики, лошадь. Ну, у меня было два хобби. Это рисование и спорт. Спорт так можно чуть-чуть уже оставить. Рисование нельзя. Но это опять же хобби, увлечение. Основная работа с лошадьми. Кто бы к нам ни приезжал, он приезжает на экскурсию увидеть жемчужину Гагаузии в нашем городе, нашу ферму. И чтобы человек уехал, ну, они снимают на видео, фотографируются, какие-то там планы снимают, какие-то фотосессии делают здесь, какая-то память, чтобы осталась. И пользуясь тем, что у меня очень много репродукций моих работ, моих рисунков, которые я взял с типографии, которые были не использованы для формирования альбома, и чтобы их не порезали на макулатуру, я их забираю. Это репродукция. Мои рисунки отпечатаны уже в типографии. И дарю на память. Пока они есть, можно дарить. Верочка мне все время говорит, оставьте для наших гостей. Все, кто приезжает, всем дарю. Закончится, скажу, что больше нет. Будем делать ксерокопии. Значит, и нам подарите? Конечно. На память Маши о каникулах в Гагаузии. Пожалуйста. Спасибо. Ты сама выбрала? Да. Константин Васильевич, спасибо вам большое, что провели нам такую экскурсию. Еще и лошадок дали покормить. Я впервые нахожусь на таком месте, впервые даже вот трогаю лошадок. Спасибо вам большое. И вам Было спасибо. приятно. Плюс еще и маленький презент от вас. И снова мы не с пустыми руками. Пусть будет. Спасибо. Всего доброго. Ганс, пока. До свидания. А хочешь, я тебя удивлю? Давай. Я в Чедерлунге тоже знаю о кое-каких местах. К примеру, несколько лет назад здесь открылось крутое ателье индивидуального пошива. Я давно хотела поработать над своим стилем. Думаю, что тебе тоже будет интересно, поэтому можем зайти в гости. Как думаешь? Маша, я думаю, что это место будет интересно не только нам с тобой, но и молодым девушкам, и даже моим туристам. Кстати, да, туда, я насколько знаю, можно войти любому желающему. Тогда давай посмотрим, что там есть. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Меня зовут Мария, Очень приятно. а это Вера. Очень приятно. Так вышло, что мы сегодня путешествуем по Чедерлунге, и я как раз вспомнила, что здесь есть ателье ваше. Давно хотела приятно. побывать у вас в гостях, как раз поговорите о стиле, может быть, вы даже мне поможете найти свой С стиль. радостью. И расскажете как раз о модных тенденциях. Давайте. Я надеюсь, мы вас не отвлекаем, вы Нет, все свободны. хорошо. Супер. Надежда, сегодня как вот обычному человеку, вот, например, я, прийти и выбрать свой стиль у вас, например? Как вы помогаете, например, определиться, что мне подойдет, какой мне цвет подойдет? Вы сразу определяете... Ну, по цветам я могу определить, когда человек заходит. А по стилю мы начинаем общаться с клиентом. Я расспрашиваю об образе жизни, дресс-код на работе, предпочтения. Кто-то без каблуков не может, кто-то, наоборот, категорически против. Кому-то нравится классика, кому-то нравится платье, кому-то нравится спорт. То есть мы подбираем, исходя уже из желаний клиента, из его образа жизни. А уже по цветам я помогаю, то, что ему идет. Потому что то, что нам нравится, это не всегда нам подходит. И вот мы играемся с этим. А в этом сезоне что, какие цвета модные, какой стиль одежды? В этом сезоне мы играем на контрастах. Либо это анахромы, белый, серый, total look, то есть полностью в белом, полностью в сером. Это очень красиво. И играем на супер ярких кислотных цветах. Вот
малиновый, зеленый, оранжевый, то есть такие вот контрасты. Для любителей чего-то поярче все есть, для любителей чего-то поспокойнее есть, и для тех, кто хочет акценты, тоже можно играться. К вам туристы часто приходят, например, из других стран? Клиенты из других стран, да, приезжают. А что они выбирают? Они идут к вам, приходят сразу с какой-то определенной мыслью, вот я хочу это, либо советуются с Благодаря вами? Инстаграму зарабатывается такой авторитет, что они видят изделия, видят, как мы работаем, и они приходят и говорят: хочу тоже так. Подбери мне платье, подбери мне пальто, подбери мне цвет, а может я чего-то не знаю, давай ты что-то мне предложишь, там, я вообще не умею одеваться, помоги мне разобрать гардероб. Мы иногда разбираем гардероб, который не мы отшивали. То есть девушка приходит и говорит: и что мне с этим делать? Или что надо еще добавить, чтобы это все заработало? Потому что это вещи, которые между собой вообще не сочетаются. Она покупала, потому что ей нравилось. И вот мы начинаем работать с ее гардеробом уже. А из каких стран у вас были? Ой, Туристы. Турция, Москва, из Баку еще прилетали. Так, Европу не считаю, потому что там кто в Болгарии, кто в Германии, я просто не очень запоминаю, откуда они приезжают. Знаю так: Европа, потом Россия, потом Турция, там еще... Получается, они просто путешествуют здесь в Молдове и по пути заезжают к вам, как мы сегодня, или это именно определенно сразу к вам? Ну, не всегда. Например, у меня были клиенты, которые спрашивали, на какое число брать билет на рейс, потому что они прилетают только на примерку и улетают, и мы уже отправляем им готовое изделие. То есть чаще всего люди, например, приезжают в Молдову, там, не знаю, к родственникам, просто потому что они хотят увидеть эту страну. Вот когда приезжают, например, из других стран, они приезжают в Гагаузию, чтобы посетить в Кангазе Гагауз Сафрасы, винодельни в Камрате. И вот благодаря, опять же, социальным сетям они знают, что мы есть. Например, на фоне цен в Европе у нас индивидуальный пошив просто копейки стоит. И они такие: мы тут неделю. Они заранее пишут, что приедут. Мы их ждем, и в течение недели отшиваем им изделия, они перед отъездом забирают их. А вот как мне сегодня научиться быть вот такой же яркой, как вы, и не стесняться в обществе появляться в таких ярких цветах? Потому что у нас, в принципе, люди не привыкли, это сейчас только в моду вошло так ярко одеваться. Даже вот я сегодня под цвет. Да. Вот как мне научиться не стесняться и быть такой яркой звездочкой в обществе? Ну, начать с малого. То есть, например, я понимаю, что когда ко мне приходит девчонка, и она постоянно ходит в черном, сером, белом, и, может быть, в бордовом, если повезет. Я не могу ей сказать: давай ты сейчас будешь в зеленом, в оранжевом, все сразу. Она потеряется, она вообще не будет это носить. Мы начинаем с маленького. Давай мы, например, возьмем только яркий пиджак. Будет, например, водолазка более спокойная, худи каких-нибудь нейтральных оттенков, брючки самые-самые классические, чтобы никого не сбивать с пути, чтобы все понимали, что с чем одевать. Потом на следующий раз я говорю: давай теперь добавим вот этот яркий цвет. И вот первый такой: так много цветов. То есть у тебя два ярких цвета, и человек уже такой думает: что буду с ними делать? Потом надо приучать себя потихоньку. Сразу это очень сложно. Можно в цветах запутаться, в оттенках, в сочетаниях. По чуть-чуть. И тогда это начинает работать. Ты привыкаешь, ты учишься. Ну, в процессе все. Надежда, скажите, а почему Black Cherry? Это связано напрямую с моим мужем. У гагаузов есть слово «керис». Это прозвище моего мужа, переводится как «вишня». И когда мы открывали ателье, хотелось что-то, чтобы это было точно наше. И мы думали, почему бы не назвать черри. А черри это звучит не так красиво, плюс к вишенке мужчины не придут отшивать изделия. Мы такие: давай обруталим, давай как-то обруталим это черри. И решили Black Cherry. Звучно, красиво и про нас. Вот так и выбрали. А раз я к вам уже зашла в гости, я отсюда точно не уйду с пустыми руками, поэтому думаю, может быть, мы что-нибудь интересненькое придумаем, как раз вот с ярким оттенком. Что вы мне посоветовали из гардероба сменить, например? Например, в каких цветах вы вообще одеваетесь? Желтый вижу и черный. Что еще есть? Ну, еще несколько оттенков голубого, но вот малинового у меня нет. Вот этот оттенок ваш мне очень понравился. Давайте в малиновом. А что это будет? Я думаю, пиджак.
Причем мы сделаем его универсальным, и на несколько лет он будет попадать в тренды и в тенденции. То есть я смогу его надевать и с классическим стилем, и со Да, спортивным? и с кроссовками, Отлично, и с мне джинсами, с брюками, платьями. То есть можно будет сочетать с очень многими изделиями. Точно, мне такой подходит. Так, давайте снимем мерки. Длину какую делаем? Вот так. Выпрямляемся. Все. И когда мне можно будет уже прийти за заказиком? У нас даты бронируют на недели и месяца вперед, поэтому ближайшая свободная у нас будет в декабре. Приезжаете на примерку и через пару дней забираете готовое изделие. Отлично, мне подходит. Все, супер. Вер, знаешь, я постепенно начинаю понимать, что хоть наша Гагаузия и маленькая, но каждое село и город особенный по-своему. И это еще не конец.